Вы с Таджикистана откуда? Таскань-Бадама. У вас знакомых в Петербурге нету? Нет. А муж не помогает вам в Таджикистане? Развод мы же. Даже алименты не дают. Ну развод, алименты, деньги не дает? Нету. У вас кушать есть у мамы дома что-нибудь в Таджикистане кушают хоть? Они говорят, есть, но я не знаю. Я же не отправила деньги. А, вы деньги не отправили? Что у вас случилось, скажите, пожалуйста. Всем брат, сестры, салам алейкум. Я вас очень умоляю, ради Бога, помогите, пожалуйста. Я же 2 месяца, у меня мама сделала операцию, деньги не хватало, я брала долго, я же каждый месяц даю процент. Остальные я не смогу давать, потому что я сама одна. У меня 2 дети в Таджикистане, я уже 4-5 месяцев не смогла отправить деньги. Сейчас карантин до 1 числа, поэтому очень умоляю вас. Вы сейчас не работаете, сестра? Нет, я сейчас карантина до 1 числа. У меня же там процентов долг каждый месяц побольше будет, не меньше. Процент, да? Да, Вы с Таджикистана откуда? Таскань-Бадама. У вас знакомых в Петербурге нету? Нет, Детям кушать есть что? я не знаю, мне же что делать. Я же говорю, 4-5 месяцев я же деньги не отправил, потому что у меня долг каждый месяц, я проценты, квартплаты, документы. Поэтому я всем очень умоляю. У вас мама с вами живет в Питере? Нет, они же Таджикистан с детьми. Они же меня дети смотрят. А кем вы в Петербурге работали? Я с посудомойкой, с кафе работаю. В кафе работали. Сколько у вас зарплата была? 28, 28 тысяч. А квартиру сколько платили? 4. Умоляю, кто сколько сможет. А муж не помогает вам в Таджикистане? Развод мы же. Даже алименты не дают. Ну развод, алименты, деньги не дает? Нету. Это что за муж такой? У вас кушать есть у мамы дома что-нибудь в Таджикистане кушают хоть? Они говорят, есть, но я не знаю. Я же не отправила деньги. Иншаллах, у нас хорошие друзья есть, у нас не только таджики у нас на канале. Машаллах, у нас разные люди есть, у нас разные национальности есть. Каждый, думаю, по 200, по 100 рублей не жалко будет. Если что, помогут вам, ну, скинем сколько сможем. Не обещаем, что много, у каждого есть семья, но они в стороне не останутся, думаю. Нашу женщину, иншаллах, мы спасем, нашу сестру. Так что не переживайте сильно, постараемся помочь. Всем брат, сестре, я вас очень умоляю. Ради Аллаха, помогите, пожалуйста. Иншаллах, все хорошо будет. Друзья, ко мне обратилась женщина, которая в очень тяжелой ситуации. Ее бросил муж, у нее 2 детей, больная мать. Она сама женщина, мусульманочка из Таджикистана, приехала в Россию, чтобы заработать деньги для своих детей и для своей больной мамы. Одна женщина в большой России. Сейчас самоизоляция, в некоторых местах карантин. Все закрыли вокруг. Она работала посудомойкой в кафе и зарабатывала 28 тысяч рублей. Снимала квартиру и отправляла деньги в Таджикистан. Это очень сильная женщина. Я вас очень прошу, сейчас тяжелое время, не только к таджикам, но и к нашим друзьям из разных стран и разных национальностей. Давайте поможем этой сестре хотя бы по 100, по 200 рублей. Я оставлю карту, будьте добры, кто чем может. И дам ей средства, которые мы собрали. Кроме нас, кроме нашего канала, ей некуда обращаться, некуда идти, она в тяжелом состоянии. Если бы она была мужчиной, не так было бы страшно. Мужчина мог бы и на улице переночевать там 2-3 дня, ничего бы с ним не случилось, потому что мужчина сильный, а это женщина, она не может оставаться на улице, она мусульманка, мы не можем это позволить себе. Она взяла кредит на операцию своей матери.
Естественно, скажете, зачем брать 300 тысяч рублей кредита, если ты понимаешь, что не отдашь. Но поверьте, если у вас есть мама, если есть родители, вы не думаете о сумме. Вам главное бы вашу маму спасти, отца спасти. Ну, откуда она могла знать, что вот будет такой карантин, будет коронавирус и так далее. Обязательно посмотрите следующие ролики, они не менее интересны.